Пожалуйтесь. Вот вам покойчик. Уж самый покойный. И шума нет вовсе. Шума нет, да чай конного войска вдоволь. Скакунов. Извольте говорить насчет блох. Уж будьте покойны. Если блоха или плохо косит, это уж наша ответственность. С тем и стоим. Тебя как звать? Алексей. А? Алексей. Ну, послушай. Рассказывай. Кто вас тут живет? Да живу теперь много. Почти все номера заняты. Да? А кто же именно? Швохнев, Петр Петрович, Кругин, полковник, Степан Иванович. Утешительно. Играет? Играют. Уж 6 ночи сряду играют. Вот тебе. После еще будет. Покорнейше. Благодарю. Между собой играет? Нет. Недавно обыграли поручика Артуновского. А у князя Шенькина выиграли 36 тысяч. Вот тебе еще красная бумажка. А если послужишь честно, еще получишь. Признайся, карты ты покупал? Нет. Они все вместе покупали. Да у кого же? У местного купца Вахромейкина. Врешь. Врешь? Ой, врешь. Нет! Нет, ей-богу, нет! Вот хорошо. Ну хорошо. Мы с тобой потолкуем уже. Ступайте. Ступайте. Пошли, пошли, пошли.
каждая дюжина золотая. Потом, трудом досталось всякое. Легко сказать. До сих пор рябит в глазах проклятый краб. Но ведь это тот же капитал. Детям можно оставить в наследство. Вот она. Заповедная колодежка. Просто перл. За то, что и имя дано. Аделаида Ивановна. Послужи ко мне, душенька, так, как послужила сестрица твоя. Выиграли мне также 80 тысяч. Так я, приехавший в деревню, мраморный памятник поставлю. В Москве захочу. Что? Эти господа где теперь? Они пошли в сад подышать воздухом. Подышать, подышать. Пойду взглянуть на них. Издалека едете. Что за народ? Издалека едете. А из Рязани? А сами тамошней губернии? Нет. Сами из Смоленска. Так имение уходит в Смоленской области? Да нет. В Смоленске 100 душ. Да в Калужской 80. Вот. Понимаю. В 2 губерниях, значит. Да, в 2 губерниях. Да у нас одной дворе не знаешь сколько? Игнатий Буфетчик, Павлушка, который при жизни с барином ездил, Герасим лакей, Иван опять лакей, Иван псарь, Иван музыкант, затем повар Семен, повар Григорий, Ворух, садовник, Дементий кучер. Вот как у нас. Понял? Понял, понял. Ступай, брат, тебя зовут. Откуда вы? А из Рязани. Помещик? Помещик. Играет? Играет.
Вот тебе красуля. Рассказывай все. А вы барину ничего не скажете? Да не бойся. Как он теперь там? Воюешь? Рассказывай, рассказывай. А вы полковника Чеботарева не знаете? Нет. Так мы его обыграли 2 недели тому назад. На 80 тысяч. На коляску. Варшавскую. Да шкатулку. Да ковер. Да золотые палеты. Одной выжиги дали на 600 рублей. Вот тебе крест. $80 000. Думаешь, нечисто? А мы сейчас узнаем. Слушай, когда барин дома один остается, что он делает? Как что делает? Известное дело. Он же барин. Он себя держит так. Он ничего не делает. Врешь. Еще и карту из рук не выпускает. Ну да не могу я знать. С ним прежде Павлушка ездил. Я с ним только 2 недели как езжу. У нас одно дворне, знаете сколько? Игнатий Буфетчик, Павлушка, который прежде с барином ездил, Герасим Лакей, Иван опять Лакей. Думаешь, шулер? И очень может быть. Повар, Семен, повар. А попробуйте. Дворок, стадовый. Все-таки попробуй. Семен Текуч. Еще одного на медь не взяли. Спасибо. Будет Матрёнина чепец. Да по старичонкам по пряничку. Люблю я походную жизнь. Уж всегда чего-нибудь приобретешь. Пошла от барина купить чего-нибудь. Все же сюда гривенчик в карман к себе положишь. Что за житье, господам, на свете? Куда хочешь катать? Хочешь в Рязань? Валяй в Рязань. Хочешь в Казань? В Казань не хочешь? Надоело в Казани. Валяй под самый Ярослав. Вот только никак не могу понять, какой из городов будет партикулярнее? Рязань или Казань? В них нет ничего особенного, как мне кажется. Впрочем. Хотелось бы мне их обчистить. Господи Боже, как бы хотелось. Правда, аж сердце бьется. Рука дрожит. Никак не могу бриться. Не изволите ли чего покушать?
Алексей? Что тебе? Не изволите ли чего покушать? Ну как же. Принеси закуску 4 человека. Икры, семги. Бутылка 4 вина. Там накормить сейчас всего. Пожалуйте в кухню. Там для вас приготовлено. Алексей! Много они тебе дали? Кто? Да не сворачивайся, говори. Да. За услугу пожаловали. Сколько? 50 рублей? Да. 50 рублей. От меня не 50. 50. Вот видишь на столе. 100-рублевая бумажка, возьми ее. Возьми. Чего боишься? Он не укусит. Возьми. От тебя не потребуется ничего, кроме как честности, понимаешь? Карту в Ахрамейкина или другого купца – это не мое дело. А от меня в придачу дюжину. Понимаешь? Да как же не понять? Покорнейше, благодарю. Карты спрячь хорошенько. Чтоб тебя не ощупали или не увидели. Покорнейшись, благодарю. Быстро. Хорошо было. И очень бы хорошо. Пошла, Как не знаю, хочется поддеть их. Прошу простить, господа. Комната, как видите, не красна углами, 4 стула всего. А приветливые ласки хозяина дороже всяких удобств. не с комнатой, а с добрыми людьми. Именно правда. Прошу покорнейше. Благодарю. Прошу вас. Именно. Именно правда, господа. Прошу вас. Благодарю. Вот я бы не мог быть без общества. Помнишь, почтеннейший, как я сюда приехал? Один-одинешенек. Знакомых никого. Хозяйка старуха. На лестнице какая-то поломойка. Урод естественнейший. Убивается около нее какой-то армейщина, видно, натощаках. Словом, скука смертельная. Вдруг судьба послала вот его. Круги. А потом случай свел вот с
с ним. Петр Петрович Швокин. Уж как я был рад. Не могу. Ну, не могу часу пробыть, господа, без дружеского общества. Все, что не есть на душе, готов рассказать каждому. Степан Иванович утешительный к вашим услугам. Очень рад. Ну, брат, это порог твой, а не добродетель. Излишество вредит. Ты, наверное, не раз был обман, да? Да, господа, да. Обманывался. И всегда буду обманываться. Однако не могу, господа, не могу без откровенности. Не могу. Ну, это мне непонятно. Будь откровенным со всяким. Дружба это другое дело. Господа, ну позвольте, господа. Человек принадлежит обществу. О! Принадлежит, Но, но не весь. господа, весть, господа. И нет, не весь. Нет весть. И нет, не Нет весь. весть. Господа, ну ты не прав. я докажу, господа, перестаньте, господа, это долг, это обязанность, господа, я докажу. Не весь. Тут Сарат порцовался. Не весь. Конечно, я обыкновенно. Еще первые два слова можно понять из того, что он говорит, а уж дальше ничего не пойдешь. Господа, не могу. Если дело коснется обязанности или долга, господа, не могу. Я уж всегда вперед предупреждаю, господа, если будет о чем подобном долг, извините, увлекусь. Право увлекусь. Точно хмель какой-то. А желчь, господа, так и кипит. Ну нет, приятель. Знаем мы тех людей, которые горячатся и увлекаются при слове обязанности. У тебя может и кипеть желчь, только не в этом случае. А что, господа, пока без спор о священных обязанностях, не засесть ли нам в банчик? Извольте. Если не в большую игру, господа. Почему нет? Ну, господа, от невинных удовольствий я никогда не прочь. А что, господа, чай в здешнем трактире есть карты? А вот только прикажите. Карты! Прошу, господа, прошу вас. Прошу. Балок, кажется, не того, а икра еще так и сяк. А помнишь, почтенный, какой отличный сыр мы ели недели, когда мы назад? Я не могу забыть сыр, который я ел у Петра Александровича Александрова. Да ведь сыр почтеннейший когда? Дороже, господа, тогда, когда сверх одного обеда наворотишь другой. Вот где его настоящее значение. Дозеров, что добрый квартирмистр говорит: добро пожаловать, господа, есть еще место. Добро пожаловать, господа. Карты на столе. О, Швокин, брат, вот оно. Да. Карты. Господи ты, Боже мой, сколько лет, сколько зим. Да полно тебе горчи. Что? Прошу вас. Благодарю. Прошу вас, господа, прошу вас. Хотите вы держать бантик?
Хорошо. Извольте. 500 рублей. Идет. Угодно снять? Прошу. Стоп. $150. Виктор. 150. Еще раз 150. И? 100. Да, прошу, господа. Пас. Виктор. Что так? Прошу вас. Стоп. Черт знает, что такое. 150. Карты другие. Это очевидно. Виктор. Позвольте мне эту табель переждать. Черт возьми, и передергивает, и все, что хочешь. Шулер первой степени. У вас обе идут. Обе. Ну что ж теперь? Отказаться от 80 тысяч? Конечно, нужно отказаться, когда нельзя. Но это еще вопрос. А пока с ним объясниться. Да открыться его во всем. Ну чего, спокойно. После скажу. Пойдем-ка? Прошу, господа. Благодарю. Ну, 100. 100 ваших. Надо же. Да полно.
вам тратить попусту заряды. Как? Я говорю, свой, своего. Разве не узнал? Позвольте узнать. В каком смысле я должен разуметь? Да просто. Без дальнейших слов и церемоний. Мы видели ваше искусство, и поверьте, умеем отдавать справедливость достоинству. И потому от лица наших товарищей предлагаю вам дружеский союз. Соединя наши познания и капиталы, мы можем действовать несравненно успешнее, чем порознь. Позвольте спросить, в какой степени я должен понимать справедливость слов ваших? А вот в какой степени. За искренность мы платим искренностью. Мы признаемся тут же вам откровенно, что сговорились обыграть вас, потому как приняли вас за человека обыкновенного. Но теперь мы видим, что вам знакомы высшие тайны. Итак, хотите ли вы принять нашу дружбу? От такого радушного предложения не могу отказаться. Господа, подадите же всякий из нас друг другу руки. Отныне все общее, господа. Притворство и церемонии в сторону. Thank you.
самых юных лет было моим стремлением. Еще в школе, во время лекции я уж под скамьей держал банк моим товарищам. Я так и полагал. Подобное искусство не может приобресться, не быв практиковано ответ гибкого юношества. Помнишь, Вохнев, того необыкновенного ребенка? Какого ребенка? А вот расскажи, расскажи. Подобных событий я никогда не позабуду. Мне говорит его зять, Аркадий Иванович Пятый. Швохнев, хочешь увидеть чудо? Мальчик 11 лет, сын Ивана Михайловича Кубышева, передергивает с таким искусством, как ни один из игроков. Поезжай в Тютюшевский уезд и посмотри. Я, признаю, тот же час отправился в Тютюшевский уезд. Ну, спрашиваю деревню Ивана Михайловича и приезжаю прямо к нему. Приказываю себе доложить, уходит мужчина почтенных лет, я рекомендуюсь и говорю. Извините, я слышал, что Бог вас наградил необыкновенным сыном. Да, ты знаешь, говорит. Хотя мне понравилось то, что он безо всяких этих, понимаете, претензий, отговоров. Да, говорит, это точно. Хотя все неприлично хвалить собственного сына, но он действительно в некотором роде чудо. Миша, пойди-ка сюда. Миша, покажи-ка гостю искусства. Мальчик, ребенок. Не по плечу не будет и в глазах ничего такого особенного. Как он начал летать. Я просто потерялся. Это превосходит всякое описание. Неужели ничего нельзя было приметить? Никаких следов. Я смотрел в оба глаза. Да, это непостижимо. Непостижимо. Феномен, господа. Ну и как подумаешь, что при этом нужны познания, основанные на остроте глаз, внимательное изучение крака. Господа, да ведь накрапливание и отметины теперь вышли вовсе из употребления. Стараются изучить ключ. Ключ рисунка. Ключ рисунка обратной стороны, господа. Есть в одном городе, как он именно я не хочу назвать, один почтенный человек, который ничем уж больше и не занимается, как только этим. Один раз в год ему присылают из Москвы, кто именно тоже покрыто тайной, несколько сотен колод. Вся его задача заключается в том, чтобы подобрать краб всякой карты и послать от себя ключ. У двойки вот такой рисунок, а у этой вот такой. Заодно это, господа, он получает чистыми деньгами 5000 в год. Но, однако, это очень важная вещь. Ну что, господа, это все равно, что в политической экономии распределение работ. Все равно, что каретник. Он же не все делает сам. Он отдает кузнецу, обойщику. Иначе, господа, не стало бы всей жизни человеческой. Позвольте вам сделать один вопрос. Да? Как поступали вы доселе, но чтобы пустить в ход колоду? Подкупить слуг. Ведь не всегда удается. Упаси Бога, господа. Да это опасно. Это значит иногда самого себя продать. Мы делаем это иначе. Вот один раз мы поступили вот как. Приезжает на ярмарку наш агент. То есть Останавливается под видом купца в городском трактире. Живет он в этом трактире и сдерживается, ест, пьет, а потом исчезает неизвестно куда, не заплативший. Хозяин шарит в комнате, видит вьюг, распаковывает несколько сотен колод. Ну как-то сей же час пошли с публичного торга, пустили рублем дешевле, купцы вмиг расхватали свои лавки, а в 4 дня, господа, проигрался весь город! Это очень ловко. Ну, помнишь, а у того этого, ну как его, ну помещика. А что? Господа, это дело тоже было поведено недурно! Прошу вас. Не знаю, знаете ли вы, есть здесь один помещик, Аркадий Алексеевич Дергунов. Нет, не имеет Ну чести. что вы, богатейший человек, игру ведет отличную, честности беспримерной. К поползновению, можно сказать, никаких путей. Ну, люди у него воспитанные, камергеры, дом, дворец, сады, деревня, все это по аглицкому образцу. Словом, русский барин в полном смысле слова. Живем мы у него уже
3 дня. Ну как приступить к делу? Просто нет возможности. Наконец, придумали. В одно утро пролетает мимо самого двора тройка. На телеге сидят молодцы. Все это как нельзя пьяно, орет песни и смотрит на весь собор. На это зрелище, как водится, выбежала вся дворня. Ротозеют, смеются, вдруг видят, из телеги что-то выпало. Подбегают, чемодан, кричат: «Эй, остановись! Куды там? Умчались, только пыль осталась по всей Эй, куды ты? Открывают, видят кое-какого платья, рублей 200 денег и дюжин 40 карт. Но от денег натурально не захотели отказаться. А карты, господа, карты. Сей же час пошли на барские столы, а на другой день в вечеру и хозяин, и гости остались без копейки денег в кармане, и кончился банк. Очень остроумно. Вот ведь называют это плутовством и разными подобными именами. А ведь это тонкость ума, развитие. Да эти люди, господа, не понимают игры. Игра не смотрит ни на что. В игре, господа, нет лицеприятия. Пусть отец сядет со мной в карты. Я обыграю отца. Не садись! Здесь все равны. Именно! Именно! Именно этого не понимает, что игрок может быть добродетельнейший человек. Я знаю одного, который наклонник к передержкам, чему хотите, но нищему. Он отдаст последнюю копейку. Святое дело, господа. А между тем, ни за что не откажется соединиться втроем против одного, чтобы обыграть его на вина. Ай, господа, кто старый помянет, тому глазу. Но, господа, раз уж пошло на откровенность, я вам покажу удивительную вещь. Знаете ли то, что называется сводная или подобранная колода, которая всякая карта может быть угадана мною на значительном расстоянии? Знаем, конечно. Но, может быть, у вас другого рода? Вам поспорите, что подобное нигде не сыщете. Почти полгода трудов. Я не 2 недели. После этого не мог на солнечный свет смотреть. Оно у меня в имя. Как человек. Как? Имя? Да. Имя.
Аделаида Ивановна. Слышь, Шохнев, назвать колоду карт Аделаидой Ивановной, я накажу, господа, это даже очень остроумно. Аделаида Ивановна. Аделаида Ивановна, немка даже. Слышь, Крупин, это тебе жена. Какой я немец? И дед был немец, да и тот не знал, Позвольте взглянуть. Извольте. И тот не знал, да немец. Аделаида Ивановна, хорошо. Господа. Ну-ка. Неужели же, однако, всякая карта может быть вами угадана на каком угодно расстоянии? Да извольте. Я остану от вас в 5 шагах и отсюда назову всякую карту. Двумя тысячами готов ассекурировать, если я ошибусь. Идет. Идет? Идет. Прошу, господа. Это какая карта? Король. Так точно. Точно, господа. Это интересно. Это какая? Туз. Черт возьми! Черт возьми! Да. Прошу, господа, прошу вас. Это какая? Свечу, пожалуйста. Дама. Непостижимо! Непостижимо. Непостижимо! Да, господа, стоит того, чтобы назвать ее именем. Позвольте, однако, заметить, употребить ее в дело трудно. Ведь это нужно подменить самому, господа. Господа, так это ж во время самой жаркой игры делается, когда игра возвысится до того, что всякий опытный игрок делается неспокойным. А потеряйся немного человек, с ним можно сделать все. В азартной игре я всегда подменю колоду. Ну, придеритесь к кому-нибудь из пантеров. Скажите, что у него не так записано. Глаза всех обратятся на него. Господа, в это время колода и подменена. Я вижу, однако, что кроме искусства вы владеете еще достоинством хладнокровия. Это для нас важная вещь. Да. Господа, да бросимте эти всякие церемонии и станем говорить друг другу «ты». Вот это давно бы следовало.
Сила, оружие! Одного только не хватает. Крепости не хватает, на которую идти. Вот беда. Неприятеля пока нет, господа, неприятеля. Нет неприятеля. Что? Что? У тебя лицо как будто такое, которое хочет сказать: есть неприятель. Есть, да. Есть. Знаю я, на кого ты думаешь. Есть. Ты выдумал пустяки. Не, Степан Иванович. Стой, господа. На кого? Степан Иванович. На кого? Что? Да он выдумал пустяки. Не. Приедите. Да. Есть здесь один помещик, Михаил Александрович Глов. Да что тут толковать, когда он не играет вовсе. Я месяц за ним ухаживал. В дружбу, в доверенность вошел, ничего не сделал. Не играет вовсе. Да Не нельзя. играет вовсе, господа. Увидите с ним, а? Может быть, почему знать? Господа, это будет вовсе напрасно. Да нет, Степан по крайней мере, ну поговорим. Господа, бросьте. Не играет вовсе. Ну поговорим, Степан Извольте! Извольте, я приведу его. Вовсе непременно. Мне это ничего не стоит. Мне это ничего не стоит. Вовсе напрасно. Ну поговорим, Степан Иванович, ну что вы? Иногда дело кажется невозможное. Поверить нельзя, как возродилась во мне жажда деятельности. Нужно вам знать, что последний мой выигрыш 80 тысяч от полковника Чеботарева был сделан в прошедшем месяце. С тех пор я не имел практики в течение целого месяца. Поверить нельзя, какую испытал я скуку. Скука смертная. Да. Я понимаю это положение. Ведь не с Богом имеешь дело, а с человеком. А человек все-таки человек. Сегодня нет, завтра нет, послезавтра нет. А на четвертый день, как насядешь на него хорошенько, скажем да. Иной ведь с виду корчит, что он недоступный. А разгляди его поближе, увидишь просто. Так тревогу поднимал. Однако же это не такой. Поверишь ли, приходит так, что если кто-нибудь сделал 5 рублей банку, я готов сесть и играть. Я понимаю это положение. Да. Это все равно, что полководец. Это любезнейший просто фатальный антракт. Я по себе знаю. С этим нечего шутить. Глов, я понимаю это положение. Помещик, богат? О, деньги есть. Кажется, около 1000 душ крестьян. Да. Черт возьми, что делать? Как подъехать? Подпоить, разве что его шампанского? Не пьет. Не пьет. Ну нет. Господа, однако все я думаю. Ведь игра соблазнительная вещь. Мне кажется, если бы он только подсел к играющим, он бы не утерпел потом. А вот что он сейчас делает.
Мы с Кругелем сделаем небольшую игру. В стороне. Но не стоит на это особого внимания обращать. Старики подозрительные. Кругель, за мной. Ну вот тебе, Игорь, рекомендую. Михаил Александрович Глов. Очень рад. Я, признаюсь, давно искал до чести, живя в одном трактире. Мне тоже очень приятно познакомиться. Только жаль, что вот это случилось почти на выезде. Прошу вас. Прошу, Михаил Александрович, прошу. Позвольте. Прошу. Давно извольте жить в этом городе? Ах, батюшка, мне этот город так надоел, что телом и душой рад бы отсюда поскорее вырваться. Что ж, удерживает дела? Дела, такая комиссия мне эти дела. Вероятно, тяжба. Нет, слава богу, тяжбы нет, но тем не менее затруднительные обстоятельства. Выдаю замуж дочь, батюшка, наследную девицу. Приехал сюда за разными покупками, а главное заложить имение. Дело бы уже все кончено, да вот до сих пор приказ денег не выдает, даром совершенно живу. А позвольте узнать, в какую сумму изволили заложить имение? В 200 тысяч. Должны были сегодня выдать, но почему-то затянулось, а мне так опротивилось здесь жить. Дома-то, знаете, все это оставил на самое короткое время, дочь, невеста, все это ждет. И я уже решился не дожидаться и бросить все. Ну как? Да как же? Как же так? И денег не хотите дождаться? А что делать, батюшка? Вы поставьте себя в мое положение. Скоро уже месяц, как я не видался с женой и детьми, писем даже не получаю. Бог весь, что там делается. Я решил все поручить сыну, который здесь остается. А что это, господа, вы, кажется, чем-то занимались? Я вам не помешал? Вздор. Просто от нечего делать решили поиграть. Кажется, что-то похоже на бальчик. Да, просто для препровождения времени. Небольшой бальчик. Хорошо. Эх, господа, конечно, тут ничего худого, все это для развлечения, да и в грошовую игру нельзя много проиграть. Все это так, господа, все это так, но послушайте меня, старика, я сам играл и знаю толк. Все в жизни начинается грошовым делом, а смотришь, маленькая игра кончилась большой. Ну, пошел уж старикашка плесть свою. Но вот видите, вы уж тотчас припишете важное следствие всякому вздору. Это уж обыкновенно замашка всех пожилых людей. Но позвольте, я уж не такой пожилой человек, я сужу по опыту. Не, я не об вас не говорю. Вообще у стариков есть. Если они на чем-то обожглись, они твердо уверены, что другой непременно обожжется на том же. Если они пошли какой-нибудь дорогой, заживавшую шлепнулись на гололед, они уже кричат и выдают правила, что по такой-то дороге никому нельзя ходить. Потому что на ней в одном месте есть гололед, и всякий непременно шлепнется лбом. Никак не принимая уважения того, что другой, может быть, не задевается. И сапоги у него не на скользкой подошве. Нет, у вас на это нет соображений. Собака укусила человека на улице, все кусаются собаку.
Конечно, тут есть небольшой грех. Ну, ведь молодые люди, и того и смотри, что сломят шею. Вот тут-то есть, что у нас нет середины. Молодым бесится так, что не втерпешь другим. Да. А под старость прикинется ханжой, так что опять же не втерпешь другим. Какого вы обидного мнения насчет старика? Да что там за обидное мнение? Я просто, да, правду говорю, Да. все. Позвольте заметить, ваше мнение резко. Да. Насчет как, господа, я полностью согласен с Михаилом Александровичем. Спасибо. Я сам играл сильно, но благодарю судьбу, бросил навсегда. И не потому, что проигрался, господа, или был вооружен против судьбы, нет. Проигрыш не так важен, как важно душевное спокойствие. Вот это вот волнение, чувствуемое во время игры, кто что ни говори, а сокращает, видимо, нашу жизнь. Ах, батюшка, как вы премудро заметили. Позвольте спросить, вот столько времени пользуюсь вашим знакомством, а вот до сих пор... Что? Позвольте узнать, хоть струнающий как его, и который вам год? 39 лет. 39 лет, господа, что такое 39 лет? Ну, совсем еще молодой человек. Ах, господа, если бы у нас в России было бы побольше вот таких людей, которые так мудро рассуждали бы, ну, Господи ты, Боже мой, что было бы? Это просто золотой век. Тоже острее. Что? Как я благодарен судьбе, что познакомился с вами. Господа, позвольте заметить, я тоже придерживаюсь этого мнения. Мальчишкам бы я сам не позволил взять в руки карты. Но благоразумным людям почему не поразвлечься, не позабавиться? Например, почтенному старику, которому уж нельзя ни плясать, ни танцевать. Ах, батюшка, все это так, но поверьте, в жизни нашей есть столько удовольствий, столько обязанностей, так сказать, священных. Нет для человека большего наслаждения, большего удовольствия, чем семейная жизнь в домашнем кругу. Вот все, что вас окружает, господа, это волнение. Ей-богу, волнение. Волнение. Вот взять, к примеру, меня. Минуты не дождусь, как увижу своих. Как воображу, дочь кинется на шею. Папаша, ты мой родной папаша. Сын опять вернулся из гимназии. Полгода не видал. Ей-богу, так просто слов не достает. После этого даже на карты смотреть не захочешь. Зачем же отеческие чувства мешать с картами? Отеческие чувства сами по себе, карты тоже. Младший человек спрашивает насчет чемодана. Позвольте выносить. Лошадь уже готова. Да, я сейчас. Извините, господа, я оставлю вас на одну минуту. Да. Извините. Нет никакой надежды. Господа, я же вам говорил это прежде. Стоит только взглянуть, чтобы понять, кто не расположен играть. Как можно не видеть человека? Как можно? Да все-таки насесть на него хорошенько. Зачем ты его сам поддерживал? Господа, не надо. С этими людьми нужно поступать тонко, и то тотчас догадается, что его хотят обыграть. Да вот что вышло? Вот ведь уедет. Ну погоди, еще не все дело кончено. Так вот, господа,
приятное знакомство. Жаль только, что вот почти перед самым концом все это. Ну, впрочем, авось приведет Бог, может быть, мы еще где-нибудь столкнемся. Вероятно. Дороги битые, а люди толкутся. Как не столкнутся? Захоти только судьба. Совершенная правда. Захоти судьба, обязательно столкнемся. Совершенная правда. Прощайте, господа. А уж вам, Степан Иванович, я так обязан. Вы, право, усладили мое уединение. Ну что вы, Михаил Александрович, чем мог служить, служил? Что? Ну, если вы так любезны, будьте любезны, сделайте еще одну милость. Можно вас спросить? Извольте. Утешьте старика отца. Как? Я здесь оставляю своего Сашу. Прекрасный малый, добрая душа, но все еще ненадежен. 22 года, ну что это за лета? Да, кончил учебный курс и больше ни о чем не хочет знать, как только о гусарах. О, гусар! Я ему говорю: Саша, погоди, постой, оглянись прежде. Что тебе в гусары? Ну куда там, молодая натура. Так вот, я его здесь оставляю одного. Я ему поручил кое-какие делишки, так, ну, чтобы там приказные как-нибудь его не обманули. Прошу вас, любезнейший Степан Иванович, ну, возьмите его под свое покровительство, удержите от дурного. Михаил Александрович, голубчик, все, что отец может сделать для своего сына, все это я сделаю для него. Ах, батюшка, как вы добры! Сразу видно, когда у человека доброе сердце. Бог вас наградит за это. Да, прощайте, господа, от всей души желаю вам счастливо оставаться. Прощайте. Доброй дороги вам. Счастливо оставаться. А я вас таки провожу к самой коляске и посажу. Да уж непременно, Непременно, Как господа. вы добры, Степан Иванович. Здравствуй, голубчик. Улетела птичка. Да. А было бы чем поживиться. О такой сумме даже подумать сложно. Вы знаете, когда он сказал 200 тысяч, у меня вздрогнуло в самом сердце. Ведь как подумаешь, сколько денег пропадает даром, без всякой совершенно пользы. Ну что из того, что у него будет 200 тысяч? Ведь это так пойдет. На покупку всяких тряпок, ветошек, все это дрянь, гниль. Да. Сколько есть мертвых капиталов, которые именно как мертвецы лежат в ломбардах. Я бы больше не хотел иметь у себя денег, как столько, сколько их лежит в опекунском совете. Я согласен и наполовину. Господа, я был бы доволен четверти. Да не вы, немец. Как честный человек, Уехал отец, господа. Черт его подери. Тем лучше. Тем лучше. Господа, остался сын. Отец передал ему доверенность и все бумаги на получение с приказа денег и поручил надсматривать за всем мне. А сын, господа, молодец! Так и рвется в гусары. Будет жатва! Пойду сей же час приведу его к вам! Да утешительный. Дело возле славно оборот. Молодец, утешительный. Господа, Я понял. Зачем он подбирался к нему, потакал ему. И как это все тонко, как ловко. Да, знаете, признаюсь, когда отец сказал про сына, у меня у самого
мелькнула в голове эта мысль, да ведь только на миг, а уж он тотчас. Сметливость какая, господа! Талант необыкновенный! Шампанского круги! Господа, замечайте, у него уже теперь в лице есть что-то этакое гусарское. Нет, твой отец, не говоря другого слова, большая скотина. Извини, ведь мы на «ты». Этакого молодца, господа, вздумал было в чернильную службу, а? Слушай, брат, а скоро свадьба сестры-то твоей? Черт ее побери с ее свадьбой, господа. Что такое? Мне досадно, что из-за нее отец продержал меня 3 месяца в деревне. Ха! Ну а хороша эта сестра твоя. Черт побери, так хороша. Но, будь это не сестра, ну уже я бы и не спустила. Послушай, брат, скажи-ка мне откровенно, а помог бы ты мне, если бы я захотел ее увести? Почему? Помог бы! Вот, господа, вот это настоящая гусарская замашка, господа. Вот таких открытых людей, господа, я люблю. Постой, душа моя, дай обниму тебя. Ну так, я его обниму. Давай! Молодец. О! Молодец! Молодец! Господа! За здоровье будущего гусарского юнкера, господа! Прошу! За здравие всего гусарства, господа! Ура, господа! Ура! Да здравствуйте, гусары, господа! Ура! Господа! Пусть его будет первый волокита, первый пьяница, первый картежник, первый... пусть его будет кем хочет, господа! Да здравствуйте, гусары, господа! Ура! Да здравствуйте, гусары, господа! Ура! I see
ввести во все гусарские обычаи. Пьет он уже, как видимо, сносно. Да ведь это вздор! Нужно, чтобы он был картежник по всей силе. Голов, играешь в банк? Играл, Ну, смерть бы хотел. Ну, да денег нет. Какой, брат, 100, нет денег. Было бы с чем сесть, а деньги будут, тотчас выиграешь. Господа, да ведь и сесть-то не с чем. А мы тебе поверим в долг. Поверим, господа? Ну, конечно. Вот. Выиграешь нам, потом отдашь, дашь нам вексель и доверенность на получение с приказа денег. А? Впрочем, господа, что я такое говорю, господа, как будто ты уж непременно проиграешь. Да ты можешь тотчас выиграть несколько тысяч чистоганов. А как проиграю? Стыдись, брат, стыдись. Какой же ты гусар после этого? Ну, натурально одно из двух. Либо выиграешь, либо проиграешь. Да в этом-то, в риске-то есть главная добродетель. Они рискуют, брат, всякий сможет. Черт побери. Если так, играю, господа, играю! Мы пошла, ты Боженько. Банчик 25 тысяч. Идет? Идет. Как? Бито. Не у всякого жена Мария, кому Бог дал, Игорю. Прошу. Выиграл гуся. Господа, что же вы его не поздравляете, господа? Браво, гусар! Браво, гуся! Благодарю вас, господа. А говорят, пиковая дама всегда продаст. Извини, а я не скажу этого. Помнишь, Локтев, ту брюнеточку, что называл ты пиковой дамой? И она теперь сердечная. Чай пустилась во все тяжкие. Убит. А ну как?
Ва-банк, господа. Вот, господа, замечаешь, Швохтер, как настоящее чувство всегда выходит наружу, господа. Молодец, гусар! Ва-банк, черт побери! Убит гусар. Так, прошу вас, выпишите. Ва-банк. Ва-банк, черт побери, ва-банк, господа, ва-банк! На 50 тысяч. На 50 тысяч! Вот оно, господа. Вот оно, господа. Замечаете? До сих пор было видно, что будет гусар. А теперь же видно, что он теперь гусар, господа. Теперь гусар! Ва-банк, черт побери! Убит гусар. Да. Ну что ж, так бывает. О, прошу, пересдать. Виноват, господа. Прошу сдвинуть. Да что? Ва-банк, черт побери, ва-банк, господа! На все 100 тысяч. На все 100 тысяч! Господа, вот это героизм, господа, вот это настоящее гусарство, господа. Замечайте, господа, глазки-то, господа! Барклай Виториевское что-то, господа! Молодец, брат! Ва-банк, черт побери, ва-банк! Убит гусар. Ва-банк, господа. Ва-банк, черт побери, господа. Ва-банк. Ну, ва-банк, господа. Ва-банк, черт побери. Ва-банк! Ва-банк, черт побери, ва-банк! Нет, брат, стой. Ты и так уж проиграл 200 тысяч. Мы так много не можем тебе верить. Ты принеси прежде деньги. Да где же у меня, господа? У меня уже теперь нет. Господа. А ты дай нам вексель. Да и доверенность на получение из приказа денег тоже дай нам. Извольте, я готов. Вот доверенность, а Кругин, вексель. подпиши, брат, там и там. Извольте, господа, я готов. Ну давайте же играть, господа, ну давайте же играть, ну. Принеси прежде деньги. Да я вам заплачу, господа, уж будьте уверены, я вам заплачу, господа, ну давайте же играть. Деньги на стол. Да что же это такое, господа? Ведь это просто подлость, господа, ведь это... Нет, это не подлость. Ну, принеси деньги, станем играть. Нет, брат, не подлость. Это совсем другое дело. Шансы, брат, не равны. Дело понятное. Кто садится без денег, тот садится с тем, чтобы обыграть. Принеси деньги, станем играть. Я вам заплачу, господа, ну назначьте какие угодно проценты. Я на все готов, господа. А что нам брать с твоих процентов? Мы сами готовы заплатить какие угодно проценты. Только дай нам взаймы. Ну так скажите последнее слово. Будете играть? Ну, принеси деньги, станем играть. Принеси. Так прощайте же, господа. Больше вы меня на этом свете не увидите. Господа, как бы в самом деле не застрелился. Еще выйдет история, если этот черт вздумает стреляться. Да черт всем пусть стреляется, да только не теперь. Деньги еще не в наших руках.
Что ты, брат? Что ты? Вздумал стреляться? А еще и умный человек. Эдак! Пожалуй, вся Россия должна застрелиться. Всякий проигрался или намерен проиграться. Да если бы этого не было, то как же можно выиграть? Ты посуди сам. Ты, брат, дурак после этого. Ты счастья своего не видишь. Ну разве ты не чувствуешь, что выиграл тем, что проиграл? Что ж вы, господа, меня уже за дурака принимаете? Какой тут выигрыш? Проиграть 200 тысяч, черт побери! Экий ты, брат, простофиля. Да знаешь ли ты, какую ты себе этим славу в полку сделаешь? Господа, шуточное ли дело, не будучи еще юнкером, а уж проиграл 200 тысяч. Вот именно. Да тебя после этого гусары на руках носить будут. Что ж вы, господа, вы думаете, у меня разве не станет тупо наплевать на все это? Больно тупо, что черт побери! За здравие всего гусарства, господа! Да здравствуют гусары! Ура, господа! Ура! 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 Здравия всего гусарства, господа! Да здравствуют гусары! Ура, господа! Ура! Да здравствуют гусары, черт побери! На все плюют, как-то так! Браво, гусар, браво! Вот беда только, господа. Домой как приеду. Отец! А зачем тебе ехать домой? Как? Ты отсюда прямо в полк. Как? Мы тебе дадим денег на обмундировку, шлопнем. Надо сейчас же дать ему рублей 200 денег. Пускай себе погуляет юнкер. Я заметил, у него есть одна там черномазенькая, да? Черт побери! Побегу прямо к ней, господа! С 8 приступом! 200 рублей, да? Деньги, круги. А нет уж, я ему дам. Пусть его погуляет на славу. Шампанского, господа! Шампанского! Браво, гусар, браво! Побегу прямо к ней, господа! 8 приступом! Она! Можно с этого? Не, господа, никого! Господа, а кто сколько-нибудь, господа, разделка на самом... Ой, есть, Господа, я думаю, из него получится настоящий гусар-забияка. Да, господа, надо бы за ним присмотреть, пока еще деньги не в наших руках, а там черт с ним. Одного боюсь. Как бы не затянулось в приказе выдачи денег. Да, господа, ну ведь вы сами знаете, на это есть свои понукатели. То, что он не говори, господа, а все-таки придется сунуть в лапу тому и другому. Да, Придется, господа. Так, подожди. Позвольте узнать, не здесь ли Глоб Александр Михайлович? Он только что вышел. А что вам угодно? Да вот по делу насчет выдачи денег. А вы кто? Да я чиновник из приказа. А, голубчик, вы-то нам и нужны, голубчик. Должен вам сказать, что мы с Александром Михайловичем затеяли тут одно дельце, и можете понять, что вот от него
от него и от него будет вам искреннейшая благодарность. Прошу покорнейше садиться. Прошу. Дело только в том, голубчик, чтобы как можно скорее получить из приказа деньги. Да уж как хотите. Раньше 2 недель никак нельзя. Что вы, голубчик, 2 недели. 2 недели. Вы все забываете, что со стороны нашей... Да уж это само собой. Все это приемлется. Как это позабыть? Мы потому и говорим 2 недели. А то, пожалуй, вы и 3 месяца у нас провозили. Ну, деньги к нам придут не раньше, как через 1,5 недели. На прошлой неделе получили 150 тысяч. Все, роздали. 3 помещика ожидаем. Еще с февраля заложили имя. Нет, надо, господа, познакомиться нам. Как вас там зовут? Финтифлей Перпентич, что ли? Сой Стакич. Ну, одно и то же. Ну, как у вас там служба, Сой Стакич? Да что служба? Известное дело. Служим. Служим. А как у вас там в приказе? Все берут? Конечно. Сами посудите, с чего ж и жить. Так что ж, выходит, у вас там все хапуги. Ну что, вы уж, я вижу, смеетесь. Да нет, голубчик, вы... господа, ведь вот тоже и господа сочинители все подсмеиваются над теми, которые берут взятки. А как раз смотришь хорошенько, так взятки берут и те, которые повыше нас. Ну, давайте хоть и вы, господа. А только разве что придумали название поблагородней. Пожертвование там, и так Бог ведает, что такое. А на деле выходят такие же взятки. Тот же сам, когда на других сам. Вот что значит, господа, задеть за честь. Задеть за честь. Да и честь, сами знаете, дело щекотливое. А сидеть-то тут не из чего. Я уж, батюшка, прожил свое. Нет, господа, надо нам с ним покороче познакомиться. У вас есть женушка, детки? Слава Богу! Бог наградил! 2 сыновей уже в уездное училище ходят. 2 других поменьше. Один бегает по ковру мошонки, а другой на карачках тю-тю-тю. Ой, а ручонками-то? Ручонками эти уже могут так? Ведь вот вы тоже правы, какие господа. Ведь вот вы опять начали. Да мы шутим. Среди своих-то, господи. Вот надо нам покороче познакомиться, господа. Вот мы к вам, Сой Стакич, соберемся в гости. Соберемся. Мы соберемся. Милости просим, господа. Милости просим. Откровенно вам скажу, что такого чаю, как вы будете пить у меня, вы у губернатора не сочтете. Ой, да-да. Небось, даровой от купца, господа. Даровой от купца. От купца. Выписной из кяхты. Ну как же так, Сой Стакич? Вы-то дел с купцами не имеете. Да. А вот как. Купец здесь больше по причине глупости своей должен был приплатиться. Помещик Фракасович, изволите знать. Закладывает имение, все уж сделано как следует, завтра остается получить деньги. Ну, затеяли они завод какой-то в половине с купцом. Так. Да купец по глупости своей и проговорить в городе, что он с ним в половине и ждет от него с часу на час денег. Ну, мы подослали к нему сказать, что вот пришли 2000, сейчас выдадут деньги, а не то будешь ждать. А уж к нему на фабрику привезли, понимаете, и котлы, и посуду, ожидают только задатков. Так. Купец видит, плети оба не перешибешь. Заплатил 2000, да по 3 фунтика чаю каждому из нас.
Ну, скажут, взятка. Ну, да ведь за дело. За дело, значит. Не будь глуп. Да. Кто его толкал? Языка разве не мог придержать? Слушайте, голубчик, так вот насчет нашего дельца-то, как бы нам это дело побыстрее. Да будем стараться. Но, откровенно скажу вам, так скоро, как вы хотите, нельзя. Да. Пред Богом в приказе ни копейки денег, а будем стараться. Голубчик, скажите, как вас там в приказе спросить? Так и спросите. Псой Стахич Замухрышкин. Замухрышкин. Ну, прощайте, господин. Голубчик, я вас прошу. Ну да. Побыстрее с этим делом. Сами знаете, как это сложности, деньги всегда не были, вызывали себе не удовлетворение. Ну, понимаете, я понимаю, но не так просто. Это такое... Вы уж постарайтесь. Это уж сказать. Побыстрее. Постарайтесь. Будем стараться. Надеюсь, голубчик, надеюсь на вас. Постарайтесь. Так, господа, как это долго, господа, как это долго. Да. Пойти ему 3000 дать своих, господа. Нет, ну, конечно, лучше получить поскорее, но 3000 зачем? Эх, если бы он его уговорил. Да, как нам это нужно? Господа, 4 дня, господа. 4 дня, как это много. Я готов лоб себе расшибить об стенку. 4 дня. Каждая минута дорога. Да что тебе так приспичило? Неужто 4 дней нельзя обождать? Вот в том-то и дело, брат, что нельзя. Обождать. Мы тебе не сказывали, брат. 4 дня назад получили из Нижнего эстафету ехать как можно скорее, взявши как можно больше денег. Там купец привез железо на 300 000. Деньги получает чистоганом. И один привез пеньку на 500 000. Извини, брат. Так, Степан Иванович. Ну так что ж? Господа, так что ж? Ну как что ж? Так купцы-то остались дома, послали вместо себя сыновей. Да. Извини, брат. О, как будто сыновья непременно станут играть. Да ты что, в китайском государстве живешь, что ли? Непременно будут играть, это для нас самый выгодный народ, брат, извини. Господа, дела. Господа, а дела совершенно верные. Были бы неверны, мы бы тебе не сказывали, брат, извини. Но, господа, простите, господа. Господа, ну... Да. Условия-то. Действовать вместе. Да, это для нас самое выгодное дело, действовать вместе, господа. Мы... Ну, все-таки... Постой-ка, брат. Постой-ка. Ведь у тебя сейчас есть деньги. Ну? 80 000. Они тебе сейчас не нужны. Дай их нам. Господа, Но ты меня не понял, брат. А себе возьми 200 000 векселя Глоба. Ты верных выиграешь вдвое. Как? Степан Иванович. А мы так спешим, брат, ты нас даже выручишь. Я готов платить вдвое за всякую копейку. А? Я не согласен. Господа, он нас даже выручит. Да нет, он нас даже выручит. Я понимаю, но 80 000 и 200 000. господа, извольте, чтобы доказать вам, что узы товарищества вот вам деньги. Ну, брат, а вот тебе векселя Глоба. Быстро. Круги векселя. Ну, брат, ты нас так выручил. Пойду сей же час, пойду за Александром Град, приведу его сюда, чтобы все сделать по форме. Спасибо, брат. Как бы сделать так, чтобы к вечеру можно было ехать, господа? Господи, как бы сделать так, чтобы к вечеру можно было ехать? Да. Как только получишь деньги, не задерживайся. Сразу же приезжай. С 200 000. Знаешь, что можно сделать? Ярмарку можно подорвать.
Дядя, забыл Кругелю сказать принужное дело. Сейчас я. Кругель! Какой ход. Приняли обстоятельства. Еще поутру было только 80 тысяч, а к вечеру 200. Ведь это для иного век службы, цена вечных сидений, лишений, здоровья. А тут несколько часов. И нет, несколько минут. Владетельный принц. Хорош бы я был, если б сидел в деревне, довозился до старства перед мужиками, собирая по 3000 ежегодного дохода. А время только что утрачено на толкость с мужиками, старостной. Да я хочу с образованным человеком поговорить. Захочу поехать в Петербург. Поеду в Петербург. Посмотрю театр, Маятный двор. Пройдусь по набережной, мимо дворца, в летнем саду. Поеду в Москву. Пообедаю у Яра. Могу одеться по столичному образцу. Исполнить долг просвещенного человека. А что всему причина? Чему обязан? Именно тому, что называют плутовством. Вздор. Вздор. И не плутовство вовсе. Хорошо. Хорошо. Положим плутовство. Да ведь необходимая вещь. Что можно без него сделать? Оно некоторым образом предостерегательство, но не зная всех тонкостей. Не постигнув всего этого, меня бы как раз и обманули. Вот ведь. Хотели обмануть, да поняли, что имеет дело не с простым человеком. Нет. Я смотрю на жизнь с другой точки. Так прожить, как дурак проживет, это не шутка, а вот прожить ее с тонкостью, с искусством. Обмануть всех и не быть обманутым самому. Вот настоящие задачи и цели. Бричка, мочера, бэш пошла, коженько.
Да, они сию минуту были здесь. На минуту вышли. Как вышли? И деньги у тебя взяли? Да. Мы с ними сделались. За тобой остановка. Извольте спрашивать, господа? Да. Так они уехали? Как уехали? Да так. С полчаса не стояла тележка и готовые лошади. Ну, мы надуты оба. Слушай, что ты за чепуху несешь? Я не могу понять ни одного слова. Утешительный сию минуту должен вернуться сюда. Да, ведь ты знаешь, что весь долг твой должен заплатить мне. Они перевели. Какой черт долг? Получишь ты долг. Разве ты не чувствуешь, что и в дураках проведен как пошлый пень? Слушай, у тебя, видно, до сих пор в голове хмель распоряжается. Ну, видно, хмелю обоих нас. Да проснись ты! Думаешь, я глуп? Я такой же глуп, как ты, китайский император. Что ты, помилуй? И отец твой? Старик-то, во-первых, он и не отец. Да и черт ли будут от него дети. А во-вторых, тоже не глуп. А Краницын, да не Михаил Александрович, а Иван Климович из их же компании. Не шути. Ты говори правду, этим не шутят. Какие шутки! Я сам принимал участие и также обманут. Мне обещали 3000 за труды. Не шути, говорю. Ты думаешь, я уж дурак такой? И доверенность, и приказ, и чиновник из приказа Псой Стахич. Ты думаешь, я не могу сейчас за ним послать? Во-первых, он и не чиновник из приказа, а отставной штабс-капитан из их же компании. Да и не Замухрышкин, а Мурзафейкин. Да и не Псой Стахич, а Фрол Семенович. Ты. Кто ты? Я был благородный человек, поневоле стал плутом. Они обыграли меня в рубашке, даже не оставили. Что же мне делать? Не умереть же с голоду. За 3000 я взялся провести обману тебя. Видишь, я говорю это прямо. Я поступаю благородно. Шейх ты! Ладно, пошли. Куда? Пошли, пошли! Куда? Правосудие, вот куда! Помилуйте, не имеете никакого права! Как не имею права? Не имеете права! Обмануть! Украсть деньги среди белого дня не имею права! Действовать плутовскими способами не имею права! А вот ты меня в тюрьме! В Нерчинске скажешь, не имею права! Переловит вашу мошенническую шайку! Будете знать, как обманывать доверие и добродушность честных людей. Закон призовут! Нет, брат, в том-то и штука, что ты не имеешь никакого права жаловаться. Как я не имею права жаловаться? Черт возьми! В самом деле... Да только я просто готов сойти с ума. Какой дьявольский обман.
дьявольский обман. К черту! Аделаиду Ивановну! Ведь существуют же к стыду и поношению человека вот такие мошенники. Так я просто готов сойти с ума. Как это все тонко, как ловко было разыграно. И доверенность, и приказ. И чиновник из приказа, Псоич Стахич Замухрышкин. И концы спрятаны. Не могу жаловаться даже. Хитри после этого, изощряя, изыскивая средства, употребляя тонкость ума, развитие. Тут же под боком отыщется плут, который тебя переплутует. Мошенник, который за один раз разрушит строение, над которым ты работал несколько лет. Только тому и лезет счастье, кто глуп, как бревно. Ничего не смыслит, ни о чем не думает. А только играет по грошу в бастон подержанными картами. Черт!